Праздник 8 марта занимает особое место в жизни современного Казахстана, и он имеет очень большую и длительную историю. Истоки этого праздника восходят к середине XIX века, когда произошло становление уже новой исторической формации капитализма в его империалистической стадии, и когда наступил процесс формирования массового производства, в котором впервые активное участие стали принимать женщины. Женщины стали активно работать на фабриках, заводах. Этот процесс наиболее активно развивался в западном мире, в Европе, в Америке, и поэтому там впервые женщины заявили о своих правах. Здесь, конечно, еще надо учитывать тот момент, что до XIX века человеческое общество, взаимоотношения в нем, они формировались как патриархальные. И поэтому статус женщин был четко ограничен домашним хозяйством, воспитанием детей. Женщины не имели выхода в внешнюю социальную, общественную жизнь. Но прежде всего это проявлялось в том, что женщины не имели избирательных прав. То есть они не могли участвовать в политической жизни. А XIX век, а затем XX век, он характеризуется активизацией массовых политических движений. И именно поэтому появляется движение суфражисток. От слова «суфраж» – это право избираться. И поэтому женщины, которые выступали за это право, они так и назывались поборницами за избирательное право. Чтобы привлечь внимание к себе, суфражистки использовали такие публичные акции. Они приковывали себя к зданию суда цепями, там били окна, в общем, вели себя очень агрессивно. И этим вызывали такое недоумение, но это была их форма привлечения к общественному вниманию, потому что мужчины, как правило, снисходительно отмахивались от этих движений. Есть знаменитое выражение Оскара Уальда, британского писателя, который говорил: «Почему женщины борются за равноправие? Я всегда считал, что они лучше, чем мы». Потом была большая часть женщин, которая придерживалась традиционных взглядов, патриархальных, считая, что женщине ни к чему участвовать в общественной жизни, в политической жизни, тем более работать. Октябрьская революция, которая произошла в 1917 году, одним из первых его декретов большевиков также было принятие декрета о предоставлении избирательных прав всем женщинам Советской Республики. В советском государстве 8 марта приобретает такое особое значение, потому что он входит в общий перечень того пропагандистского набора, которым пользовалось советское государство, пропагандируя передовое значение новой власти. И поэтому оно еще слилось с таким движением, как раскрепощение женщин Востока, потому что здесь, конечно, традиции традиционного общества еще были сильнее. И поэтому женщины получили очень широкие права. Считается, что советское законодательство было самым демократичным в области предоставления прав женщинам. Эти права, они были декларированы. К сожалению, советская действительность не давала реальных основ реализации этих прав, потому что, предоставляя женщинам права, оно никак социально не закрепляло, что, получая определенные права, женщина должна была иметь социальные, общественные, жизненные условия для их реализации. В Советском Союзе женский труд применялся очень широко, начиная от самых сложных, тяжелых производств, как работа в шахтах, строительные рабочие, железнодорожные рабочие. Женщины использовались на всех видах трудных, вредных производствах. Но этой участи не избежали и европейские женщины, потому что вся Вторая мировая война дает нам пример того, что вся оборонная промышленность европейских стран, и в Америке это даже имело место, сохранялась благодаря использованию женского труда. И после этого, после окончания Второй мировой войны, ситуация, конечно, резко изменилась, и поэтому женщины уже занимают другое место в общественной жизни, они ее реализуют совсем с других условий, потому что они становятся уже на самом деле реально полноправными членами общества. Но надо сказать, что 8 марта является не единственным международным праздником, связанным с положением женщины, связанным с борьбой женщины за свои права. Наличие такого большого количества женских праздников говорит о том, что в целом женский вопрос, он продолжает оставаться нерешенным. Официально вообще праздник 8 марта стал международным государственным праздником, он к 1975 году, достаточно поздно. Тогда именно ООН приняла закон о том, что 8 марта становится международным праздником, который празднуется повсеместно во всем мире. А раньше это был праздник, который в основном в Советском Союзе праздновался и, может быть, там в странах социалистического лагеря. Как
традиционно считалось нужным и правильным праздновать 8 марта. Это женщины должны были выходить на демонстрации, собираться на конференции, в которых они выступали с докладами о проблемах женщин, поднимали лозунги о том, какие проблемы надо сейчас решать, или совместно принимали решения, или выражали формы протеста против тех или иных фактов дискриминации женщин. Вот так этот праздник вообще интерпретировался, и он имеет такое идеологическое смысловое содержание. Но в позднем Советском Союзе, а затем уже постсоветском пространстве, этот праздник как-то так очень интересно трансформировался, и он превратился в праздник весны, женственности, красоты, ну, в общем, во все что угодно, то только не того содержания, которое он имел изначально. Может быть, та декларация прав и свобод женщин, которая была объявлена Советским Союзом, она не имела под собой социальной основы. Она не была поддержана. Но государство было заинтересовано в двух вещах: активном участии женщин в производстве, и при этом советское правительство было очень заинтересовано в деторождаемости, причем неконтролируемой. Поэтому в Советском Союзе до конца 50-х годов были запрещены аборты. И вот каким образом женщина должна была сочетать в себе активную социальную трудовую деятельность общественную с рождением детей, сохранением семьи, а тем более социальная сторона быта женщин в Советском Союзе, она была достаточно слабо развита. У нас было мало детских садов. В этих яслях, садиках условия содержания детей оставляли желать лучшего. Все более-менее сознательные мамы очень боялись отдавать детей рано в садик. Это была вынужденная мера, потому что в начале декретный отпуск был, по-моему, 3 месяца, потом 6 месяцев, а до года это уже стал период позднего Советского Союза. И поэтому вот эти все свободы, которые были даны женщинам, они не оценивались. И они не приобретали такого вот реального содержания, потому что в реальности советским женщинам приходилось очень тяжело. Они как бы находились между молотом и наковальней. С одной стороны, государство, общество, политика требовали, чтобы они активно работали, участвовали в общественной жизни, а с другой стороны, они продолжали оставаться матерями, продолжали рожать детей, содержать семью, кормить, и даже общественная система питания, а последние годы и даже просто прокорм семьи превращался в очень непосильную ношу, и поэтому вот эта трансформация праздника, это больше, мне кажется, даже инициатива женщин, потому что они не хотели быть такими вот уж активными членами общества, они говорили: дайте нам что-нибудь одно, или мы будем дома заниматься детьми. И поэтому вот эта трансформация праздника из праздника трудящихся женщин в праздник просто женственности, он вполне оправданный. Но в данном случае я сказала об этом для того, чтобы мы все-таки понимали, что права женщины в нашем обществе очень важны. Тем более они важны для Казахстана.